Башкирская наука ставит перед собой амбициозные цели стать заметной на научной карте мира. В республике подготовлены ряд инфраструктурных проектов, в том числе Евразийского научно-образовательного центра. Кроме того, обсуждается объединение двух крупнейших вузов – УГАТУ и БГУ, а также реорганизация Академии наук Республики Башкортостан. Обсудим прошлое, настоящее и будущее прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами президент Академии наук Башкортостана Альфис Гаязов. Альфис Суфиянович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли к нам рассказать на актуальные вопросы, касающиеся науки. И давайте поговорим, если мы говорим об экспорте образовательных услуг на мировой уровень, да, то как идет процесс и для чего нам это нужно? Ну, прежде всего, начнем с того, что экспорт образовательных услуг – это признанное направление в деятельности всех научных организаций, прежде всего образовательных организаций высокого уровня. И это многофакторное явление. С одной стороны, это привлечение иностранных студентов, обучающихся в нашу систему образования и предоставление им возможности получить образование. С другой стороны, это прежде всего формирование этих иностранных студентов на примере наших ценностей. Это очень важно, когда они становятся сторонниками наших ценностей, естественно, они это продолжают эту линию, когда уже приедут даже домой. Ну, третья сторона еще тоже имеется, это и финансовая сторона в какой-то степени. Естественно, они оплачивают свое образование, и наши вузы начинают получать определенные возможности для того, чтобы разнообразить свою жизнь. И поэтому экспорт образовательных услуг – это прежде всего то, что определяет важность института, университета, ценность его, его значимое место среди остальных учебных организаций. И поэтому, естественно, мы стремимся всегда и будем стремиться. У нас в республике это очень активно проводится. Я могу привести только 3 примера, хотя бы, да, значит, это прежде всего вот нефтяной университет очень активно работает по данному направлению, очень активно работает медицинский университет и классический наш университет. Вот именно здесь сосредоточена основная масса иностранных студентов, которые обучаются у нас, получают наши дипломы, и потом, значит, едут, работают у себя и становятся своего рода нашими приверженцами и последователями наших ценностей. Это очень важно. Альфис Суфиянович, какие конкурентные преимущества у Уфы с другими городами, ну, даже если взять хотя бы Москву и Санкт-Петербург? Ну, прежде всего, с Москвой и Санкт-Петербургом сложно сравнивать, потому что прямые рейсы все проходят через Москву. Наш студент, который приезжает, допустим, из Индии, он должен прилететь сначала в Москву, а потом, естественно, долететь до Уфы. Вот это вот увеличение плеча, дуги, конечно, немножко нам, ну, если можно так выразиться, немножко искажает наши возможности. Но, с другой стороны, Уфа, прежде всего, она находится в центре Евразии, то есть, с одной стороны, это Европа полностью с нами находится в общей связи, с другой стороны, все евразийские государства, которые так или иначе связаны с Россией, хотят войти к нам, они, естественно, вынуждены признать, что Уфа – это и есть центр вот 2 миров. И поэтому это очень хороший, положительный, хороший момент. Но, с другой стороны, еще конфессиональные вопросы тоже также здесь решаются совсем по-другому. Ну и, собственно говоря, значит, вот та обстановка, миролюбивая, хорошая обстановка, которая царит у нас в республике и в Уфе, она дает возможность привлекать студентов, иностранных студентов. Если бы какие-то там были проблемы, естественно, эти проблемы сказались бы наихудшим образом. Если говорить о реорганизации Академии наук Башкортостана, то по форме и по содержанию о каких изменениях можно судить? Ну, давайте начнем с того, что все в первозданном виде не может существовать. Изменения всегда были и есть. Например, ровно 10 лет назад, в 2012 году, уже такую реорганизацию проводили. И тогда нужно было ориентироваться на экономические исследования. И, естественно, был создан Институт стратегических исследований при составе Академии. Успешно работающий. И мы смогли создать очень хорошую стратегию экономического развития нашей республики. Многие вопросы, которые там были отражены, они сейчас актуальны и они продолжают реализовываться. А вот сегодня, значит, мир таков, он многополярен, разносторонен, я бы сказал, многосторонний. Поэтому, естественно, значит, многие вопросы, касающиеся социально-экономического и социально-политического, прежде всего, развития, они должны быть в основе. И поэтому то, что мы сегодня реформируем, мы просто-напросто
объединяем несколько наших учреждений. Это институт тот же стратегических исследований и наши уже известные не только в республике, но и за рубежом башкирские энциклопедии. Вот мы объединяем и на основе вот этих двух учреждений создаем новое учреждение. Оно будет называться Институт социально-политических исследований Республики Башкортостан. Этот институт будет заниматься в основном политическими исследованиями, изучением состояния общества, изучением потребностей общества, перспектив, прогнозов. И, конечно же, мы должны давать каждый раз после проведения такого исследования или цикла исследований, мы должны давать какие-то определенные рекомендации для правительства, для руководства республики. И это актуально. Что касается изменений, которые произойдут с Институтом глазных болезней, тоже очень признанный, известный институт не только нашей республики, но и за ее пределами. Этот институт вливается в состав медицинского университета. То есть получается, что в составе медицинского университета мы создаем очень крупный блок, связанный с офтальмологией. Это проблема. Но если вы помните, что почти 90, а может даже более процентов информации человек узнает через глаза, естественно, значит, это очень важный канал получения информации. Естественно, значит, мы должны вот эту систему развивать. И, естественно, вот создание вот такой хорошего объединения, единства нам позволит развивать вот эту науку. Я что хочу сказать еще. Вот все эти объединения не говорят о том, что какие-то наши учреждения уходят, или научные учреждения вообще, или образовательные организации уходят от науки, от Академии наук. Они остаются в нашем таком пространстве содружества. И, естественно, значит, те выдающиеся ученые, исследователи, они становятся членами Академии. И, естественно, это говорит о том, что вот созданная система взаимоотношений, она остается, она будет жить. А какой эффект ожидается? Эффект ожидается, прежде всего, практический. Давайте сначала назовем практически. Это получение информации первостепенной, моментальной, сиюминутной, быстрой информации для того, чтобы оперативно воздействовать на ситуацию, особенно в политических вот этих областях, с одной стороны. С другой стороны, это получение возможностей для того, чтобы участвовать в грантовой деятельности и так далее, за счет объединения, за счет коллаборации сил. Сейчас много говорится об этом, когда ученые, значит, на уровне там нескольких, там 2, 3, а может даже десятка известных людей начинают создавать какие-то определенные коллективы, школу, и эта школа, этот коллектив уже будет представлять нашу республику. Ну, еще один такой момент, это наука, как и все остальные компоненты нашего общества, она должна быть в какой-то степени предметом управления, да, значит, вот управление, когда многоступенчатая, сложная система управления, очень сложно науке развиваться. Вот когда мы получаем очень быструю, четкую схему реагирования и воздействия, то, естественно, значит, наука будет развиваться. В данном случае, естественно, мы получаем еще и этот эффект. Альфия Суфьянович, как вы можете прокомментировать объединение УГАТУ и БГУ? Ну, этот вопрос я очень хорошо представляю и понимаю, он сегодня очень сложный и каких только мнений не существует. Но при любом раскладе мы должны помнить одну вещь, что сегодня при создавшейся той системе высшего образования, которая существует в нашей России, выигрывают только те вузы, которые имеют очень такую разветвленную систему подготовки специалистов, с одной стороны, а с другой стороны, это те вузы, которые глубоко идут в науку, причем и фундаментальную, и прикладную. В разрозненном виде, естественно, выживать в этом сложном мире очень сложно. И поэтому, естественно, в любой области, я имею в виду регион, да, в любом регионе вот сегодня идут такие направления, такие формы деятельности, когда объединяются высшие учебные заведения, организации высшего образования профессионального. И это даст такой синергетический эффект.
Когда мы говорим об таком эффекте, это значит эффект, который ориентирован на саморазвитие. Сначала какие-то действия, связанные с изменением, а потом, значит, само изменение уже начинает генерировать какие-то уже положительные сдвиги. Вот с этой точки зрения, если рассмотреть, то укрупнение вузов – это положительное явление. Если говорить про традиции образования Башкортостана, каким образом прошлый опыт, да, может помочь стать лидером в будущем? Вот как вы видите эту связь? И все ли необходимые меры принимаются сейчас, вот в настоящем? Да, это очень серьезный вопрос. Дело в том, что только опираясь на традиции, мы можем идти вперед. Только учитывая тот опыт, который у нас имелся, и проанализировав этот опыт, мы можем идти вперед. Вот если этого не будет, то, естественно, мы будем топтаться на месте, или у нас никак это не будет. Поэтому какие школы у нас развиты? У нас в республике практически на сегодняшний день можно назвать все направления науки, они развиты. Ну, кроме, может быть, очень фундаментальных и там связанных с рядом таких специфических направлений. Ну, допустим, нефтегазохимия. Это мы находимся, ну, я смело могу сказать, что первые десятки по этим исследованиям. Это исследования, связанные вообще просто с химией. Значит, химия сегодня, органика, органическая химия. У нас столько институтов, столько представителей и очень известных ученых. Что касается математической школы, у нас имеется целая школа, и она действует уже давно, не один десяток лет, и приносит успехи. Что касается гуманитариев, то я бы сказал о том, что мы находимся практически по всем направлениям в очень таком интересном, хорошем положении. Это и история, это и социология, это и философия, это экономика. И у нас наши ученые, они высоко котируются в нашей России. Что касается вот медицинской части, тут вообще надо говорить о том, что здесь у нас очень давно такая сложившаяся, хорошо работающая система, которая, значит, выходит уже на генетические исследования. Это очень важный момент, и я думаю, что наши ученые еще покажут себя вот в хорошем таком смысле, хороших исследованиях. Ученые покажут, а мы обязательно это с вами еще обсудим в следующих интервью. Обязательно. Спасибо большое, Альфис Суфьянович, за такой подробный и детальный рассказ. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был президент Академии наук Башкортостана Альфис Гаязов, и мы говорили о прошлом, настоящем и будущем науки, республики и о том, что нас ждет всех впереди. Не переключайтесь, оставайтесь с БСТ.